Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цыпандин. Мы находимся в ресторане Lazy King. Друзья, мы все знаем, что сейчас психическое здоровье так же важно, как и здоровье физическое. И у нас сегодня в гостях перинатальный психолог, семейный расстановщик Анжелика Винокурова. Анжелика, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. Я смотрю, вы что-то с собой все такое вкусное взяли. Что у нас сегодня будет, чем вы будете меня сегодня почивать? Мы сегодня будем готовить салат, он называется «Лазурный берег». Так. Очень интересно, наверное, то, что с ингредиентами название совсем не связано. Да, название как будто название отеля. Да, Лазурный берег. что-то подобное. Хорошо. Откуда название вообще? Это чей салат? Откуда рецепт? Знаете, несколько лет назад мы были в гостях у друзей. Такая очень хорошая семейная пара. Не зря же говорят, то, что человек запоминает не вот именно то, что он ел, а вот в какой атмосфере это происходило. Ассоциативная память называется. Да, у них прям такой дом, полная чаша, да, и в них были, они пригласили друзей, и они приготовили вот этот салат. То есть я помогала, там мы вот все это готовили, и они вспоминали о том, как они его придумывали, то есть они его придумывали на турбазе. Да. Авторский рецепт даже, и очень прям, это было настолько как-то вот тепло, уютно и вкусно. И поэтому, когда я готовлю... Да, и когда я готовлю этот салат, у меня такое ощущение, что вот те гости, которые приходят и кушают, я делюсь с ними этим же теплом. Хорошо, да, давайте потихоньку начинать, но, видимо, надо куру обжарить. Да, курочку надо обжарить. Вообще в этом салате можно вместо курицы взять красную рыбку, можно креветки взять, ну, то есть тут прям... Ну, как бы варьировать с ингредиентами, скажем так. Анжелика, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Мне запрещают это слово говорить, но я все время это говорю, как бы дожили до жизни такой. Это очень смешно, потому что... Да ведь? Ну, потому что у каждого человека есть своя история, правильно? Да, каждая есть своя история, ну, чтобы нам, телезрителям понять, как же все-таки люди доходят до того, чтобы стать психологами. Это же очень сложно, согласитесь. Вообще, знаете, я с детства увлекалась психологией, но я тогда не знала, что ставили это... эксперименты на одноклассниках? Ну, знаете, да, тогда же все равно вот либо, на друзьях, там у кого-то первые отношения и так далее, да, то есть мне нравилось рассматривать ситуации с разных сторон. То есть что именно повлияло на то, что... Те или иные поступки. Да, поступки, слова, и к чему это приводит, да, то есть это было вот очень интересно, особенно это, наверное, больше было такое среди девочек, как, а почему он так сказал, например, что он имел в виду, ну вот, и мне вот это вот очень нравилось, вот, но... как тогда было модно поступать на экономический или юридический. Вы пошли за модой. Да, я пошла за модой. Вы за модой. Да, и очень. Можно сделать вывод тогда за вас. Видите, я тоже могу делать некие выводы. Они могут быть ошибочными, да, но что делать? Давайте, продолжайте. Да, и я поступила на экономический, мировая экономика, закончила с красным дипломом, ну, то есть я такая тоже... Синдром отличницы. Да, это мы вот смеялись. Диплом это, ну, по большому счету же никто же не ставит себе цели, да, но некоторые идут нацелены на это. Ну, я не нацелена, но в целом, как бы, учеба давалась довольно-таки легко. Ну, мне казалось, что ничего такого сверхъестественного с вас не требует. Много ли народу с вашего потока закончили с красным дипломом? Ой, нас все, было. Ну, нас было достаточно много, там, по-моему, человек 6, что ли, было. Человек 6 с красным дипломом? Да, по-моему. Да, ну, то есть многим давалось легко. То есть статистически мы можем делать вывод, что... Очень способный был поток. Да, очень способный поток на редкость. Ну, потому что, нет, действительно это редкость, да, кроме шуток. Честь вам и хвала, молодец. Спасибо. Вот. Дальше, получается... На 4-м курсе вышла замуж, на 5-м курсе родила ребенка, то есть я писала диплом с ребенком на руках. Ну, академию брали? Нет. Круто. Ага. То есть как-то не было этого так в тягость, ребенок был такой долгожданный, но все-таки, видимо, мы были молоды, потому что мы в браке прожили 6 лет, и потом уже у нас в первом браке у меня родилось 2 детей, вот, ну, потом мы разошлись, наши дороги разошлись, но мы остались в очень хороших дружеских отношениях. Вот. Ну, скажем так, ну, так бывает.
Я в один прекрасный день решила, что мне все-таки надо выйти на работу, ну, потому что... Хлеб на что надо покупать. Да, вообще я так думаю, что мы такие, конечно, молодцы с первым мужем, да, ну, то есть мы понимали, что дело идет к тому, что, ну, к разводу, например, да, но... Готовились. Да, и что все-таки, ну, мне же тоже надо работать, потому что я в декрете сидела. И в один прекрасный день я распечатала резюме, прямо распечатала. В смысле, 20 штук. чье-то? Нет, свое. Где-то да. взяли его? Ну, Написали сами? Да, написала, получается. И просто пошла по городу. То есть я заходила в каждое, я не отправляла там в разных, я ходила. И, То есть вы еще и как бы товар лицом показывали себя? Да, вот я она прям... я, вот мое резюме, если что, звоните, я пошла. Ну, я прям заходила. Примерно так. Ну, а у некоторых Это прям очень спрашивала, смело. с кем я могу поговорить По насчет поводу трудоустройства. поступления на Да. работу. Кто у вас HR? Да, ну да. Да, типа такого. С кем я могу поговорить, да? Вот. И таким образом, к концу первого дня мне уже позвонили, мне позвонили с Альфа-банка. Альфа-банк на тот момент, раньше они были представлены как кредитные в магазинах, товарные, потребительское кредитование у них было. Ну, Вот. то есть это направление просто продвигали, скорее всего. Они- Это же, ну, да, тогда они, в любом случае, это же был уже, по-моему, ценный банк. Да, а потом они, вот на тот момент они уже открыли, получается, филиал здесь, в Якутске, Офис, и, да. да, офис, И и... нанимали сотрудников. Да, и я Удача. попала вот в этот момент. Удача. Ага. Удача, да. Вот, меня пригласили. Ну, Но в общем, вы работали там. Да, но самое классное, вот, почему я вообще вот в этом банке работала, наверное, у нас очень хорошая команда была, очень хороший директор был на тот момент. И когда было собеседование, она меня посадила и говорит, ну, рассказывайте, какой у вас опыт. И я сказала, ну, у меня нет опыта работы, да, у меня есть хорошее образование и опыта нет, но он говорит, а чем занимаешься? Я говорю, ну, я мама. И тут вот я впервые почувствовала вот эту вот какую-то поддержку, да, вот женскую. Она сказала, знаете, если вы мама, вы совсем справитесь. Вот так вот. Сколько детей? 2. Молодец, берем, да? Да. Чуть ли не так, Вот, да? ну, то есть я Типа думала... справились с 2 детьми, справитесь с банком. Я думала, сейчас скажут, ой, это значит там постоянно больничный там, или еще что-то, да? А тут вот... Будете все время отлучаться, отпрашиваться и все прочее. Да, а тут такая поддержка, Еще и проезд да? надо оплачивать за 3 как минимум. Так. Такая вера в тебя. Я прям просто вышла, помню, такая очарованная просто. Окрыленные. Да, не, ну действительно, для вчерашнего студента это же отличная новость. Да, и я Да. такая пришла, такая, все, я устроилась, я работаю. Кто молодец? Я молодец. Да, да. И как- Так, давайте я вам помогу. Давай. Смотрите, это на самый сильный огонь. Нет, нам надо... Да, вам надо вот так уменьшить. Регулируйте сами наверх. Вот так, да. Где-то так, да? Давайте где-то так. Да. Анжелика, ну вот вы работали в банке, и в какой момент вы подумали, что все-таки бы сменить или что? Что подвигло вас вообще? Ну вот как вы стали экономист, банкир? Да. Просто за это время случился второй брак, потом Так. декрет, Ага. потом еще один декрет, то Так. есть у меня 4 детей. Ага. И когда пришло момент уже выходить на работу в банк, я уже такая поняла, что я не очень хочу Не очень-то как-то и... да, работать в банке. И Ну, люди меняются, и это тоже может быть, еще совершенно как раз еще и возраст, да, вот этот вот пресловутый средний возраст, когда ты начинаешь думать, а вообще, кто я, чем я должен заниматься. Свои предназначения искать, Да, может быть, да. да. Возможно, так. И здесь уже вот я вспомнила о том, что все-таки у меня была мечта стать психологом. Вот. Ну и, собственно, я выбрала институт практической психологии МАТОН в городе Санкт-Петербурге. Это один из старейших институтов нашей страны, именно практическая психология, где проходят подготовку, переподготовку, да, профессиональную. Вот. Отучилась, да, и постепенно начала работать. Сейчас, в прошлом году я еще отучилась на семейного расстановщика. Так. Ну, Тоже- это, видимо, какая-то переподготовка еще, да? Да. Дополнительно нужно пройти некие курсы, видимо. Да, Ага. получила аттестат. Вот. Мне очень нравится эта тема, тем более, знаете, вот эта тема рода, семьи, она тоже очень активно витает сейчас в наше время, да, то есть все начали составлять родословные, вспоминать Да, своих да. предков и так далее, да, и вот как раз-таки
Расстановки– это системная психология, то есть это говорит о том, что мы не просто так появились, ну, то есть у нас все-таки есть родители, да, у родителей есть бабушки, ну, там, бабушки, дедушки и так далее. То есть мы находимся в системе. Да, родословно, и все равно, кто наши родители, деды и прадеды, это накладывает некий все равно на нас отпечаток. Да, и та энергия, ну, то есть те мысли, с которыми они жили, тот устой, который, он же все равно на нас влияет в какой-то степени. Не, ну да? родители в любом случае влияют, да. Но вообще в психологии считается, если я не ошибаюсь, что все мы родом из детства. Все наши детские радости, в том числе и травмы, печали, все равно накладывают некий отпечаток на дальнейшую человеческую жизнь. Да, Да. да. А если говорить о том, что, ну, вот именно детский возраст, то детский возраст может начинаться вообще внутриутробно, то есть... Даже так. Да, Ну, то и есть вот- с каким настроением мама вынашивает своего ребенка, желанный ли он, мы надеемся, всегда так, да, но бывают разные случаи. Да. Разные ситуации Разные бывают. случаи, ситуации бывают, и, как говорится, уже там уже закладывается уже характер. Да? Да, но бытует такое мнение, да, я сейчас эту шутку скажу, не жили богато, нечего и начинать. Это тоже установка. Это тоже установка, да, но с этим можно работать. С этим можно работать, да. Знаете, вот было такое, что, например, клиент обращается с тем, что он финансовый потолок хочет пробить там свой какой-то, да, ну не Ну, то есть, получается как бы, у него там. чего достиг и думает В основном, знаете, вот если касается темы денег, люди прям энергия бизнеса там или деньги, люди просто вот, ну, действительно идут. Жабы начинают покупать китайские, так, там, Ну, какие-то 56 если штук. это же как ритуалы. Да-да-да. Если работает, ну почему бы и да, да, как говорится. Вот. А так, в принципе, действительно, это все имеет место быть, да, и бывает такое, то, что человек вроде хочет заработать денег, да, а вот как будто барьер у него есть, например, а потом, когда начинаешь работать, там выясняется, что, например, семью в какое-то там раскулачивание было в семье, например, да, и тогда, возможно, предки, ну, как бы, лучше, чтобы денег не было. Ну, то есть нет денег, нет проблем. Но это же тоже такая установка, которая может переходить вот И из поколения в поколение, подсознание, Вы да. объясните, пожалуйста, что собираетесь сделать? Это что? Я сейчас собираюсь добавить соевый соус. Все. Ой, соевый соус и... Вместо соли просто соевый Да, соус. просто соевый Все соус. ясно. У психологов в любом случае есть некий специалитет. Да? Ну, то есть, как у врачей, допустим, кто-то выбирает терапевтом, кто-то хирургом, кто-то окулистом и все прочее. То же самое, скорее всего, у психологов. Но вообще, сколько направлений психологии есть? Я, как знаю, есть детский психолог, семейный психолог. Ой, много. Телесная терапия, танцевальная терапия, там, кризисные психологи. Это все официальные? Ну да, травматерапевты. Да. Это же прям... И когда уже учишься, это нужно выбирать? Ну да. Либо когда? Не, ну, скорее всего, основам все равно психологии Зигмунд Фрейд ваше все, скорее всего. Психология бессознательного, да, и потом уже, ну, теорию основную в любом случае вы проходите, как Да, потом- вообще человеческий мозг устроен, ну, либо пытаться понять вообще это что такое. Хотя никто не знает. Вот. Ну, я выбрала перинатальную психологию. Да, что это такое, расскажите, пожалуйста. Перинатальная психология, она рассматривает систему мать-дитя. Да, то есть уже... Связь, да. Но здесь период до беременности, когда подготовка, когда женщина только собирается стать матерью, да, тут можно... Еще до беременности? До беременности. Ну, то есть она, ну, то есть подразумевается, что человек сознательно к этому себя подготавливает. Да. То есть я готова, а не после дискотеки, шутка. Беременность, да, послеродовый период. И примерно до возраста 3 лет, когда ребенок уже говорит «я». То есть мы как, когда ребенок рождается, мы поели, мы проснулись. Ну, мама же в основном так говорят, да? А потом вот этот вот пресловутый кризис 3 лет, когда ребенок начинает говорить «я». То есть он понимает, что он... Ну, это вот, это, конечно, личность. Размытые границы, конечно, кому-то раньше, кому-то чуть позже. Но примерно вот в возрасте 3 лет. Да. Я хочу. Точнее, я не хочу чаще всего. Да, я не Кашу хочу. я не буду. И думаю, как? Мы же Нажать кнопку лифта, если раньше нажал. Да. Ну вот. Есть такое. Итак, курочка у нас зажарена, и мы беремся за остальные ингредиенты. Да, пока вот возьмем.
Микс салата, Ага. может быть любой, да, то есть я взяла микс салата, может руккола, там, салатные листья, ну, в общем, кому что нравится. Накладывается подушка. Да, выкладываю. Смотрите, обильно. Помните первый свой рабочий день? Вы вообще как начинали? Ну, закончили учебу, у вас диплом есть. Как вы начинали свою деятельность? Знаете, вот самое сложное, оказывается, начать. Ну да, да, Прям страшно было, вот, Да, ну, да. действительно. Где вы искали, скажем так, клиентуру? Я до этого, получается, вообще не вела соцсети. Там, Так. ну, Ага, нигде не было, нигде не было. Да, вообще, ну, особо вот какие-то там свои фотографии выкладывала и все. И Я на разговаривала отдыхе, я на пляже. Так Да, сказать. ну такие, да, я разговаривала с одной такой мудрой женщиной, так сказать, да, и она мне сказала: а как ты собираешься начать работать? Ну, действительно, что ты объявление там на клубе там напишешь где-то на доске объявлений и будешь сидеть ждать? Ну, то есть, Газете Якутия. да, На первой полосе. так не работает. Ну, как бы сейчас мир так современный, да, нужно быть динамичным и вот в это вот во все как-то Да, вовлекаться. продвигать себя саму. Да. Потому что, ну, психологи, скорее всего, тоже. Сначала ты работаешь на репутацию. Да, ну, а иначе как о тебе узнают, да? Иначе как узнают, да, ну, то есть, как бы надо. Вот. И тут начался мой такой выход из зоны комфорта, прям. И даже вот так. Да, то Ага. есть я начала, да, пытаться вести там соцсети, Рассказывать. да, или- снимать экспертные видео короткие, и вот везде их выкладывать. Кто такие да. психологи, что они делают, с чем их Для едят, чего это и- нужно, для чего да. это нужно, и как вы собираетесь помочь. Конечно, все равно большую роль, наверное, играет окружение, то есть друзья, да, которые тебя рекомендуют, которые к тебе приходят за советом и так далее. Да. Ну, я про это и говорю. Сарафанное радио, скорее Сарафанное всего. радио, да. В начальном этапе у многих, кстати, так, да. А потом уже все как-то вот так вот постепенно уже, Набрался некий. да, люди обращаются, Клиентская база, да. пишут отзывы, приятно, Да, хорошие это очень отзывы. важно, да, потому что больше всего это работает, да, действительно. И, конечно же, по мере того, как люди к тебе обращаются, по мере того, как они действительно говорят о том, что твоя работа сделана хорошо, растет и крепнет уверенность в себе уже. Да, то есть уже не так страшно сказать о том, что там ты начинающий специалист и так далее. Да? Ну, постепенно, как бы, я этого не стесняюсь. Я, Открыто говорите. Да, я не говорю о том, что я гуру, я все знаю, приходите только ко мне, заплатите там кучу денег, и я сделаю, чтобы вам было хорошо. Да? Нет, я так не говорю. Да, вот, кстати, о цене. Как складывается вообще ценообразование? Отличается оно, скорее всего, ну, мы знаем, что есть очень-очень, скажем так, крутые психологи голливудских звезд, ну, например, политиков. Они зарабатывают очень хорошие деньги, да. Ну, и причем это официальная информация, ну, то есть все знают, сколько там зарабатывает психолог условно Трампа. Да, и это открытая информация. Скорее всего, ваша информация о расценках тоже открытая информация, как вообще образовывается ценообразование у психологов. Но если говорить по расстановкам, например, да, средняя цена по России это примерно где-то от 3,5 там, до 6 тысяч рублей. И даже такое есть. Да, то есть, ну вот это средняя цена, Ага. да. Я считаю, что я начинающий специалист, я поставила себе 3,5 тысячи, ну, Как все. Да, мне достаточно. Ага. И начали вести. Да, Работать, начала работать, работать. Да, работать. Ну, в принципе. Но тут мы, получается, с одногруппниками, с которыми учились на семейных расстановщиков, открыли кабинет. Так. Вот, и у нас такая частная практика получается. Мы работаем, принимаем там Сообща? клиентов. Нет, ну как каждый ведет своих клиентов, грубо говоря, да, просто я в силу того, что у меня большая семья, я не могу работать прямо с 9 до 6. Очень- Ну, то есть вы можете спокойно варьировать свой рабочий график. Да, Когда вам хочется, вы работаете. как- Ну, как- вы же строите все равно в любом Да. случае. Клиентов набираете, ну, на какое-то определенное время. Да. обычно многодетные семьи, они очень дисциплинированные. То есть у всей семьи есть четкий график. Да. Потому Садик что, ну, увезти, по-другому никак, позавтракать, да. в обед они не И могут, все понимают, вечером. что выехать надо в определенное время, да, потому что иначе все остальные Да. уже 7 опоздают. часов семейный ужин, святое. Кстати, это тоже очень важно. Смотрите, тогда получается, что вы, психологи, друг с другом в любом случае общаетесь часто, да? Какой-то Ну, не друг- часто, но да, и все равно все равно примерно. друг друга плюс-минус коллег по цеху вы Да, примерно все равно Знаете, все знают, знаете. да.
Делаете ли вы... Такой вопрос по духам я готовлю. Я уже поняла, что что-то... Применяете ли вы некие психологические уловки в повседневной жизни, воспитание детей? Потому что нет, ну я знаю, что я есть теперь моменты, знаю, зачем которые... вы хотите учиться на Да, психолога. да, потому что есть всевозможные схемы манипулятивные, они могут быть и вербальные, и побуждение к действию некому, то, что нужно, чтобы человек сделал, как ты хочешь. Есть психологические трюки, есть, и причем они в открытом доступе в социальных сетях, везде сейчас многие такие есть. Применяете вы ли их, и в семье у вас ли есть, допустим, с мужем некая табу, вот красная линия, через которую нельзя переходить? Ну, все Это равно, вопрос подвоха. да, дома все равно я все-таки мама и жена, да. Бывает, конечно, такое, что дети там выводят из себя, и тогда Ну, там да. и они могут кричать: мама, вспомни, ты же психолог. Я говорю: нет. Даже такая? Да, ну просто у нас такая шутка Кто была. так себя ведет? Да, ты же абьюзер, я говорю, я абьюзер. То есть дети тоже понимают, что как бы они как бы это, проекцию делают. Да, Да, у получается? меня дети, они такие очень, как сказать, когда ты хочешь выжить любой ценой, как бы, да, ну, в смысле не то чтобы, а вот выйти сухими из воды, да, и тут они уже начинают все что угодно вспоминать там и так далее, там, мама, ну ты что, это как же твоя осознанность, там, туда-сюда, да. Ну, дети это дети, конечно, да. Да, с мужем, ну, в принципе, нет, мы обсуждаем все что угодно, но нет, не было такого, что прям вот мне приходилось там каким-то там манипуляциями. Муж, у меня у мужа своя компания. Ну, он бизнесмен-то, получается. Да. Ну то есть он не психолог? Нет. Нет, да? Он муж психолога, да? Муж психолог? Нет. Знаете, есть же такое, то, что даже в якутской культуре говорится о том, что мужчина приходит в этот мир изначально вот цельный такой, да, то есть сертом, вот эти вот традиции и так далее, они уже встроены в него, то есть ему не нужно, как бы, да. И вот я, глядя на своего мужа, понимаю, что вот он такой вот человек, то есть он очень спокойный, вообще вот полностью, я не знаю, как тихая гавань, наверное, какая-то вот моя, это я могу там прийти, там, что а он такой: так. Надежа, опора и тыл. Наверное, стена. Стена, вот стена, да, которая, надежа, опора, да, а я да. сзади такая. Да. Здорово. Вот. Как-то так, скорее всего. Я знаю, что, и может быть ошибаюсь, психологам тоже нужна психологическая помощь. Обязательно. Часто же говорят, ну, расхожее мнение, есть сапожник без сапог, но тем не менее, ну вот психологи тоже ходят к психологам. Да. И постоянно обучаются. Так ли это? Да, в нашем случае это все-таки супервизия, называется, да, супервизия, да, когда собираются, она просто обязательно. Но у меня есть наставник, Татьяна Васильевна Собрайкина, вот как раз-таки у нее я проходила обучение системным расстановкам семейным. В Якутии это довольно-таки известная она, психолог, Давно да. занимается. Очень давно. И вот как раз-таки супервизию я у нее могу пройти, например, к ней обратиться. Или если я еду куда-то в Москву или в Питер, то я тоже в Питере к профессорам могу обратиться. Ну, так вот. Ну, то есть обратиться, пообщаться, Да, какие-то вопросы, которые волнуют, затронуть, да? Да. Скажем так. Кстати, еще такой вопрос, я, кажется, забыл. Мы, кстати, все заканчиваем уже, Да. так? Лук остался. Лук и мандаринки. Кстати, Да. Что? а я могу вас спросить что-то делать, да? Мы же на ток-шоу, там ведущий же тоже, да, помогает? Тоже иногда что-то делает, да? Можно Да? попросить, но Ага. не факт, что я сделаю. Да? Ну, ладно, что Я вот это вот не люблю коробочку вскрывать. скрывать. Тут сейчас просто я открою, и там вода потечет. Ну вот, в общем, да. Ну, да, откроем, Может быть, ничего на страшного. И порезать надо. Да, будет. и Это же, порезать. по-моему, сыр фета. Да? Ну, что-то типа такое. Ну, Для это греческого- да, или для греческого брынза, или салата. что-то такое. Брынза, да. Да. Ну, как-то надо открыть. Вот. Правда ли, что первое занятие у психолога, беседа, она всегда бесплатная? Ну, то есть, как человек должен понять, какие советы вы даете, скажем так, для того, чтобы понять, мой ли это психолог? Вот. И выдавить надо будет. Вот я говорил, вот вода течет.
У меня действительно первая консультация, многих, она да? бесплатная. У всех? Ну, я не знаю насчет за всех, я не могу все-таки говорить, но чаще всего действительно первая консультация, она бесплатная, потому что мы же не можем, ну, то есть одно дело, когда ты видишь человека просто вот где-то в соцсетях, например, да, или к тебе просто если порекомендовали, то ты вообще не знаешь, как выглядит человек, например, да, ну, возможно, да, и когда клиент приходит первый раз, ну, визуально не понравилось, такое же тоже может быть. Ну, что-то напоминает, как будто это, да? Например, да. Человек, который неприятен, и ты думаешь, нет, это не мой, и уйдешь. И это тоже норма. Это тоже норма, да. Что мы на финишной прямой? Да, мы тут уже все мы добавили. Психологи же бывают разные. Ну, вообще, все люди бывают разные, да. Ну, вот вы первое впечатление производите, впечатление такого позитивного, доброго, веселого человека, да. Спасибо. Что вас вдохновляет вообще по жизни? Меня И вдохновляет... всегда ли было так? Меня вдохновляют люди. Знаете, вот очень интересно вообще наблюдать, вообще, когда люди, ну, которые ставят перед собой какие-то вот цели, да, достигают, выбирают быть счастливыми. Да? Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Это Да. же наш выбор. То есть мы утром просыпаемся и решаем, а как мы проживем этот день, да? Одно дело, мы можем ругаться, сколько нам влезет, да, а другое Ругать окружающее. внешнее окружение, Да. политический строй, страну, А все, можно что происходит просто вот вокруг, за окном. Плохую погоду. Непонятно люди, почему ругаются на плохую погоду, ну, которые у природы вещи, нет плохой погоды. вещи, которые вообще невозможно изменить. Но. Кстати, вот знаете, вот люди, которые на севере живут, да, вот они же погоду вообще не ругают. У них есть вот это вот, да. да, ага, Снег, ну, на улице пурга, все. Да. Они пьют чай. Сегодня на охоту не пойду. Они пьют чай, да. Вообще. Вот мне не очень нравится. У меня муж сам северный мужчина, и когда мы туда ездим, я просто отдыхаю душой, потому что настолько люди как-то вот гармонично живут. Да, на земле. Да. На земле, да. Крепко стоят на ногах. Я бы так это назвал. Да. Смотрите, ведется ли какая-нибудь, опять вопрос про работу, какая-нибудь некая статистика количества людей, которые обращаются к психологу? Ну, все поняли о том, что то, что происходит с нами, не всегда, ну, как бы, ну, то есть на это можно повлиять, в принципе. И то есть изменить свою жизнь к да, лучшему. да, и что, в принципе, психологическое здоровье, ну важное. Так же, как и физическое. Мы же ходим к врачу, вот заболело там что-то, мы же идем, зуб заболел, к стоматологу, да. Там. Спортзалов стало больше, люди обращают внимание. Ну, то есть ЗОЖ это не просто аббревиатура, а уже реально то, с чем мы живем. А сейчас? И сейчас с психологами то же самое, да? Очень интересно будет посмотреть на детей, которые вырастут, да, сейчас Да, у осознанных родителей. Нет, действительно, другое поколение, да. Кстати, насчет детей. Вы согласны с тем, что воспитывать детей не нужно, а воспитывать нужно только себя? Знаете, я же вела рубрику «Дела семейные», да, и я там часто говорила о том, что нужно вот показывать своим собственным примером. Да. То есть в любом случае дети все равно учатся, глядя на нас. Но в той или иной ситуации, когда им трудно, они будут говорить, как папа поступил, ну где-то вот. Все равно это, да, у нас же это остается где-то, да? Ага. Где-то в подкорке. Вот. А так вот, конечно, но воспитывать детей и себя воспитывать нужно. Себя тоже воспитывать надо. Ну, собственным примером. Да. Да. Согласна. Ну, больше да, конечно. Ну, и иногда бывает же, что вообще мамами, папами же люди не рождаются, они ими становятся, да. Одно дело, когда мы говорим, например, когда человек осознанно хочет взять ребенка, например, из детского дома, да, там у них есть школа приемных родителей, они все это проходят, их обучают, ну, то есть там же есть определенная психологическая подготовка, например. То есть чему человек да, должен быть готов? А если это просто вот, ну, обычная семья, например, да, то есть, ну,
идут в роддом, им дали ребенка, ну вот вы родители, да, Да, и молодые. занимайся с ним, что хочешь. Да. Делай с ним, что хочешь. Так. И я вот часто думала о том, что вот если бы была бы школа подготовки, вот прям вот воспитания там, ну, вот родителей, да, чтобы вот можно было в какой-то ситуации подойти вообще, а что делать-то вот, Да. вот в этой Мой ситуации, сын да? плохо себя ведет. Что делать? Заменить. Да. Но здесь же не только вот чаще обращаются именно когда вот плохо, да, вот там сломалось, Да, ну, да, грубо собственно, да, сломалось. Дайте другого. дайте другого. Завод изготовителя обратно не принимает. Вот, ну, бывает, как правильно поддержать, как направить, например, да, как самой там сохранить себя вот в этой ситуации и так далее, да, это множество же на самом деле. Вот, и поэтому как быть родителями? Ну, не знаю. Вот вы как стали? Родителям? Я не помню. Да, но Все равно же я, воспитывать. слава богу, у меня в свое время были хорошие учителя, скажем так. И я уже как-то в какой-то момент понял, что да, действительно нужно воспитывать себя, а дети рано или поздно будут делать. Ну, то есть специально так, чтобы сына, ты должен быть настоящим мужчиной, ты должен ходить на охоту, ты должен уметь. И вот это все, я считал, что это бред. Но Да. сам делай, да, и Иди на охоту и бери иди на себе. охоту, да, если хочешь, то он с собой забирай. У нас сын занимается хоккеем, и Так. в какой-то момент он сказал о том, что ну, ему это не очень интересно. Ну, как-то вот как... Ну, и муж начал заниматься хоккеем. И вот они теперь вместе Вдвоем ходят? Да, Ночную вместе. лигу, наверное. Там тоже участвовала. Да ладно, участвовала, да? да. Ну, Круто. то есть, вот опять же, про собственный пример. Ага. Вот. Я думаю, что родители... Вот есть же такое, что подростки сейчас ничего не хотят. Ну, такая проблема существует, да. Ага, ну, Точнее, непонятно, что они хотят. вот. Потому что слишком много информации, и они вроде как отданы сами себе. Да, что хочет ребенок, что, то есть очень много требований родителей, школы, да, что. А если поговорить с ребенком, то чаще всего у ребенка-то есть желание определенное, что он там. Что там хочет? Да, и вот родителю, вместо того, чтобы просто требовать о том, что ну встань уже, там что-то сделай, хоть куда-то Да, сходи. да, давить от компьютера. Да. Первое, кстати. Самая главная проблема, чуть ли Да, не так. ну, хотя родители и сами не прочь посидеть и в компьютере, и в телефоне, да. А то мы есть- сами все время вот так. Но мы-то, вот- но мы-то работаем, у нас Ну, же прямо ужин это... проходит вот так. Ну, у нас насчет этого прям табу, то есть у нас вот за так ужином тоже. Ну, то есть гаджетов. какие-то у вас тоже в семье есть некие порядки. Да, конечно. Мне кажется, За стол без телефона приходить. да. Мы тоже это применяли, или все так телефон положили, у кого первый зазвонит, тот платит за счет. В ресторане обычно. И даже так, да? Даже так иногда. Нет, мы с друзьями собирались и говорят, Так, мы готовим заправку для салата. так, да, нам нужно убыстряться, у нас тайм-аут. Все уже, да? Time is up, вот. Мы проболтали очень много, да? Мы проболтали, да, но ничего страшного, хорошо же. Мне кажется, мы очень хорошо болтаем. Ну, это мы умеем. Да, давайте. Мы готовим заправку для салата. Да, Это оливковое оливковое масло, Оливковое масло, соевый соус. соевый соус, то бишь. По желанию там тут уже как. Соевый соус. Я забыл задать вам вопрос, а вы, скорее всего, уже много готовите, а вообще любите готовить? У меня муж говорит, что я хорошая хозяйка, когда приходят гости. То есть, Какой тонкий этот, да? да, поэтому наша семья любит гостей. Вот, да, ну, то есть мне несложно вот накрыть стол для гостей, прям это. А если вот прям повседневное, то сейчас уже больше дочки готовят. А, вот так уже даже. да, Круто. уже. Делегировали полномочия. Да, это было Да. самое классное. Это не манипулятивные некие, скорее всего. Нет, да, обучение. Обучение, да, обучение. Да. Ну, как бы вы же будущие мамы. Ну, то есть все равно же согласитесь с тем, что только есть два вида воздействия на человека. Подкуп и шантаж. Больше нет. И природа не придумала. Это же факт. Кнут и пряник. А? Кнут и пряник, да. Ну, собственно, и невозможно ничего придумать. Ну, то есть шантаж немножко. Вы же будущие мамы, либо подкуп. Да. Если сделаете ужин, то
То Поедем будет- на море. Через год. Знаете, у нас кто готовит кушать, тот не моет посуду. И это очень круто работает. Ну вот видите, да, ну свои какие-то такие ритуалы, и это тоже совершенно нормально. И вот, у нас, в общем, получается очень Да, готов салат, а сыр я обычно добавляю потом, потому правильный что... цвет, светофор, обязательно должно быть все разные цвета. Чем больше цветов считается, я не знаю, это правда или нет, но максимально полезно. Красное, желтое, зеленое. Сбалансированно все, да? Да. Вот. Так. Ну, уже не так красиво. Давайте чуть-чуть уберемся. А вы это пробовать будете, да? Я, да. Собственно, я сюда согласился работать для того, чтобы меня кормили. Собственно, так, да? Собственно, да, первая причина. А вы знаете, ну, все равно же, вот вы же говорите, ну, у всех психологов разная, да, специализация и так далее, да, то есть, а может же произойти такое, что ты просто перерос уже этого психолога, например. Ну, И ты- как бы другого. Да, то И есть, это тоже нормально. так же тоже может быть. Вот. Вот. Ну, вот мы еще один цвет добавили. Ну, Цвет якутского снега. Это я так. красиво, так скажем, да? Метафора. Да. У нас вилок нет. Нет, у нас вилки У нас есть. всё есть. У нас все есть. У нас сегодня с нами нет нашего Семена. Но ничего, он все подготовил. Молодцом. Семен молодец. Он решил, что я совсем справлюсь. Да, он решил, что вы неплохо. Неплохо так-то и сами. Так, Ну все, собственно, вот. да. Да, вот это я положу себе. Вкусненько, да? Очень вкусно. Пожелаем друг другу приятного аппетита. Попробуем. Лазурный берег. Лазурный берег. Лазурный берег. Ой. Вкусненько? Анжелика, очень вкусно. Спасибо вам большое. Мы можем сказать, да, очень долго это кушать. За кадрами обязательно сидим. И у нас такая добрая традиция в конце нашей передачи. На эту камеру, пожалуйста, пожелания для наших телезрителей. Я всем желаю быть в гармонии с собой, слушать себя, следовать своему сердцу. И просто выбирать каждый день быть счастливыми, наслаждаться жизнью, радоваться каждым моментом. И пусть у вас все будет хорошо. Да. Друзья, я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была психолог Анжелика Винокурова. Анжелика, еще раз огромное вам Вам спасибо спасибо, что за пригласили. вкусный салат «Лазурный берег», за очень интересную беседу, потому что я сам тоже что-то узнал про психологию. Друзья, а на этом мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и ешьте, как мы всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы.